Не всем открывай тайны сердца твоего. Если же не скроешь в себе сокровища дарований, то потеряешь его и не найдешь. Христианин без особой нужды не должен говорить другим и о своих делах или делах близких. Скрытностью своей он предохраняет себя от тщеславия, а отсюда и от гордости. Он, может быть, избавит этим и своего ближнего от искушения завистью или осуждением. Как говорил преподобный Серафим Саровский, «Не должно без нужды открывать другому сердце своего. Из 1000 найти можно только одного, который бы сохранил твою тайну. Когда мы сами не сохраним ее в себе, как можем надеяться, что она может быть сохранена другими?» Для этого случая у японцев имеется такая поговорка: «Когда ты доверяешь тайну своему другу, то не забудь, что у него есть свой друг». Преподобный Серафим Саровский советовал скрывать от взоров людей все свои духовные достижения, способности и дары. Он говорил, что есть лучшего в сердце, того мы без надобности не должны обнаруживать, так как только тогда собранное остается в безопасности от видимых и невидимых врагов, когда оно как сокровище хранится во внутренности сердца. Не всем открывай тайны сердца твоего. Если же не скроешь в себе сокровища дарований, то потеряешь его. Подобная скрытность идет об руку со скромностью, совершенно очевидной добродетелью. Бывают и еще причины для скрытности у христианина. Это в том случае, когда христианин бывает не в силах победить свои неприязни к какому-либо человеку. Хотя это и будет лицемерием, но нужно и в этом случае проявить к человеку хотя бы внешнее благорасположение. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, «Если не чисто у тебя сердце, пусть чисты будут хотя бы уста твои». В ряде случаев христианин бывает вынужден молчать, чтобы не покривить душой и не говорить неправды. Но не всегда бывает удобно молчать. Чтобы выйти из подобных затруднений, нужна большая доля мудрости и рассудительности. Про такие случаи Авва Дорофей пишет, что могут быть исключения, когда случается такое дело, что бывает крайность скрыть мало. А если кто не скроет мало, то дело приносит большое смущение и скорбь. Для такого случая, как для крайней нужды, Авва допускает сказать неправду. Назидательным примером служит следующий рассказ из древнего Патарика. 2 старца-пустынника были во вражде между собой. Однажды один из них послал своего послушника к другому старцу с поручением, причем он велел ему передать обидные для того слова. Дорогою послушник думал: не могу я передать старцу того, что сказал мне Авва, так как от этого вражда их усилится еще более. Придя к другому старцу, он сказал: Авва кланяется тебе в ноги и просит прощения у твоей святости. С первого момента сердце старца не размягчилось от этих слов, и в ответ он велел передать также обидные для Аввы послушника слова. Придя обратно, послушник, однако, опять изменил уже речь того старца и сказал своему Авве: «Старец плачет от сожаления о прошлом и просит простить его, как и Христос велит всем прощать». Слова смирения пали на сердце обоим старцам, и проснувшаяся совесть заставила их идти друг к другу. Встретившись на дороге, они пали друг другу в ноги, искренне прося прощения, и с тех пор жили во взаимной любви. Описывая необходимость искажения правды в подобных случаях, Авва Дорофей, однако, добавляет, что к этому следует прибегать как к опасному лекарству, лишь в крайних случаях и очень редко, и делать это со страхом и трепетом, показывая Богу и произволение свое, и необходимость. И тогда он будет прощен, но вред он все-таки получает. О последнем нам надо помнить всегда,
и к неправде в словах прибегать действительно как к крайнему средству, и, слушаясь Аввы Дорофея, просить Бога о прощении нас за искажение истины ради нашего благого намерения. В ряде случаев жизни молчание можно особенно рекомендовать или считать даже необходимым. Так нам нужно молчать тогда, когда наши собеседники осуждают кого-либо, и нам следует бояться быть соучастником в осуждении. Не следует отвечать и при похвалах нас или лести. Здесь отрицание наших заслуг или достоинств может оказаться подчеркиванием в себе скромности и смирения, то есть рисовкой, смирением паче гордости. Святые отцы в этих случаях всегда рекомендуют молчание. Оно показывает, что мы отказываемся сами принимать какое-либо участие в обсуждении вопроса о наших достоинствах. При этом надо следить за своим сердцем, чтобы похвала не дошла до него и не возбудила бы гордости, тщеславия, и мы не почувствовали бы себя действительно достойными похвалы. Следует терпеливо молчать и тогда, когда собеседник еще не кончил своей речи. Перебивать собеседника является, безусловно, предосудительным. Еще премудрый Соломон писал в своих притчах: «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Есть еще одна причина, когда неизбежно молчание. Это, как говорит Н., молчание души, переполненное невыразимым. Его знают поэты. Они тщетно борются с бедностью языка, при котором в известные моменты мысль изреченная есть ложь. Лишь в ограниченных пределах возможно выражение божественной истины человеческим словом, говорит схиархимандрит Сафроний. «Как беден наш язык! Хочу и не могу. Не передать того ни другу, ни врагу, что буйствует в груди прозрачную волной. Напрасно вечное томление сердец, и клонит голову маститую мудрец пред этой ложью роковой», пишет Фет. Говорят, что дипломатам язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли. В испорченном мире некоторые люди являются до известной степени такими дипломатами и, применяя ложь и лицемерие с помощью языка, стараются скрывать свое истинное лицо и свои мысли. Поэтому не по разговорам только надо постигать иных людей. Разговоры иногда скорее могут сбить с толку. Есть возможность постижения людей, их чувствований и их отношения к себе, помимо языка. Так в произведении «Сокровища смиренных» Метерлинк описывает содержание разговора без слов. При встрече двух людей, еще до того, как они произнесли хотя бы одно слово, между ними уже произошел целый обмен мыслей и чувств, заранее решающий в значительной степени все дальнейшие их взаимоотношения. Но, как и во всякой добродетели, и в молчаливости нужна рассудительность. И бывают положения, когда молчание является предосудительным и будет поставлено нам в осуждение. Преподобного Серафима спросили, предпочитать ли молчание словам. Он ответил: «Когда надо, не воструби, а когда надо, не примолчи». А преподобный Варсонофий, хотя говорит, что много глагола не оскверняет человека, но вместе с тем дает такое определение молчаливости: «Не в том состоит молчание, чтобы молчать устами, ибо один человек говорит 1000 слов полезных, а другой скажет одно праздное слово, и оно вменяется ему в попрание учений Спасителя». Также бывают случаи, когда мы обязаны бываем давать ответ о нашей вере в Иисуса Христа. Для этого случая Господь говорит: «Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий,
когда приидет во славе Отца Своего со святыми ангелами». Евангелие от Марка, глава 8, стих 38. Нельзя молчать и уклоняться и тогда, когда мы можем защитить ближних от обиды, нападок, несправедливых укоров и упреков. Здесь наша совесть укажет нам, что молчание недопустимо, и будет свидетельствовать при молчании лишь о нашем бесчувствии, немилосердии или трусости. Кроме молчаливости и сдержанности в словах, христианину в ряде случаев необходимо проявить в жизни и скрытность. Господь сказал: «Не давайте святыни псам, и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 6.